Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Я Васильева Лидия Ильясовна, заведующая кафедрой информационных технологий Башкирского педагогического университета. Я вам объясню нюансы, связанные с вступительным испытанием по основам математики и программирования. Форма сдачи экзамена дистанционная и проходит она в виде тестирования. Количество вопросов 25. Ограничение по времени 60 минут, то есть одна попытка. Ну и обратите внимание, минимальное количество баллов, чтобы пройти на программу, 40 из 100 возможных. Структура тестовых заданий по следующим разделам. Раздел «Основа алгоритмизации и программирования», элементы дискретной математики, основы теории вероятности, алгебра и анализа. Предусмотрена одна попытка сдачи, то есть пересдачи уже нет. Дистанционная форма сдачи, что у нас подразумевает? Вы в систему первый раз входите через логин, пароль, который отправляются на электронную почту. Обратите внимание, бывает, уходит в спам. Последующие посещения сайта уже можете проводить под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента, и главный разворот паспорта с фото и фамилией. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. Еще раз напоминаю, одна попытка. Расписание вступительных испытаний у нас есть на сайте приемной комиссии. Сайт вы видите. В разделе переходите во вкладку «Бакалавриат и специалитет» и в разделе «Документация» увидите особенности приема, и вам показано расписание, выделено синим, расписание консультаций вступительных испытаний. В расписании обратите внимание на даты и период. Да, то есть у вас если с 10 до 10, вот вы видите 23 июля, да, это для тех, кто подал документы с 20 июня по 20 июля. Имейте в виду, что до 22:00, то есть до того времени окончания в этот день, вы должны уже завершить и отправить тест. То есть крайний срок входа в систему у вас за 1,5 часа, то есть до 19:30 вы должны зайти. Значит, в день экзамена у вас будет активно именно эта вкладка. После того, как вы заходите на сайт, начинается отсчет времени. После того, как вы входите в систему сдачи экзамена. Поэтому аккуратнее, пожалуйста, 1 час ограничения. Как подготовиться к сдаче теперь? На сайте приемной комиссии, опять же, вы выбираете бакалавриат и специалитет и пролистываете, находите в разделе документации программы вступительных испытаний после среднего профессионального образования. Вот выделено синеньким, да, программа вступительных испытаний, основы математики и программирования. Сама программа вот имеет такой вид, где расписаны основные какие-то аспекты, да, программы и основные перечни разделов, и в каждом разделе конкретные темы, по которым могут быть задания. Задания у нас, на 3 основных раздела мы поделили примерно. Основа алгоритмизации и программирования. Здесь у вас могут встретиться как определение свойства алгоритма, то есть простые задания, так и посложнее, то есть по фрагментам программ что-то выполнить и определить, найти ответ. Да? Элементы дискретной математики включают только операции над множествами и графы, и информационные системы и базы данных включают в основном вопросы по базам данных. Основы теории вероятности, алгебры и анализа. Здесь может быть встретиться любое задание по разделам математики, такими как решение уравнений, задачи комбинаторики, задачи из теории вероятностей, задачи, связанные с пределом, производной, интегралом, матрицей, то есть основные базовые понятия математики, которые вами проходились на предыдущем уровне образования. И вот для примера, если у вас из раздела алгоритмизации, да, может быть такое задание, что задан какой-то фрагмент алгоритма, и в результате выполнения данного алгоритма с такими-то начальными значениями, да, найти значение переменных c и d в данном случае. То есть на алгоритмическом языке может быть кусок кода. Если у нас
подобные задания встречаются с использованием какого-то конкретного языка. Как правило, приведены фрагменты сразу в одном задании: Pascal, Python, C и алгоритмический язык. То есть какой-то из них вы все равно знаете. И как сделать задание, то есть провести серию вычислений, я думаю, вы сможете. Задания из теории вероятностей могут быть сформулированы таким образом, что вот второе задание, да, что вам предстоит решить это задание и из предложенных ответов уже выбрать, который у вас получился. То же самое задание, вот видите, да, найти наименьшее значение функции. Но тут подсказано, выделив предварительно полный квадрат, это вам как подсказка. На самом деле это можно делать и через производную, но это дольше. Выделить полный квадрат, то есть представить как x минус какое-то число, все в квадрате, да, плюс какое-то число. Ну и понятно, что если вы из квадрата, да, что-то вычитаете или прибавляете, как найти минимум отсюда, уже вытекает, да, из самого подкоренного выражения. Подкоренное выражение дает нам только не отрицательные числа, естественно, поэтому посмотрите, что получается. По теории графов, да, это как элементы дискретной математики могут встретиться такие задания. Но здесь задание достаточно простое: найти, сколько различных путей у нас есть из города А в город К. Фактически здесь ваше дело нормально организовать перебор, да, желательно в виде какой-то таблицы или дерева решений. Как видите, вот с чего вы начинаете в этом случае? Из пункта А вы смотрите, ведут 4 дороги, да, и каждый путь, вот, например, из вершинки Б, сколько у нас путей существует? Ну, видим, Б, Е, К один путь и больше нет, потому что из Б исходящих дуг у нас больше нет. Да? Если вы попали в вершинку В, понятно, из нее еще 2 исходящие дуги, да, то есть как минимум 2 пути. Но для каждого пути еще просматривайте, есть ли еще, потому что, например, ВЖЕК может быть и может ВЖК. То есть вот не забудьте рассмотреть все варианты, не торопитесь давать ответ. Да, ответ вписывайте числовое значение. А также может по типологии тестов быть тест на соответствие, да, вот 5-е задание, например, ну, либо просто выбрать тест, как говорится, один из многого, да? Это по базам данных. Вопросы в основном теоретической сферы. Контакты для связи в день консультации. Вы можете свои вопросы именно по подготовке высылать либо на указанную почту, либо на WhatsApp. Вопросы, связанные с технической стороной, там, например, не получилось получить пароль или почему-то не приходит что-то, да, не получается войти на сайт, вы такие вопросы задаете либо по телефону, который указан снизу, либо на почту в раздел абитуриенту. Спасибо за внимание, я желаю вам очень хорошей сдачи, и ждем вас к нам на поступление. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует,
чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится, дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный, разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и, главный, разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.